Продолжаем эфир телеканала новостями к этому часу. В студии Василий Раченко и коротко о главных событиях. Продукты питания заняли первое место по темпам роста цен. Эксперты пока не могут сказать, что будет, когда закончится действие правительственных мер стабилизации. Собака в январе, вмерзшая в лед в Чурапчинском районе, обрела новых хозяев. Беднягу приручила работница пищеблока больницы, где и произошел инцидент. Подарок судьбы. И вот мы ее каждый день лечим, но пострадал он. Мегино-кангаласские масс-рестлеры стали лидерами по медальному зачету на соревнованиях в Якутске. Власти региона сообщают о своевременном принятии антикризисных мер в начале пандемии коронавируса, что позволило стабилизировать ситуацию. Так было принято 3 плана, которые смогли поддержать отрасли региона. Правительство обеспечило доходную часть бюджета, отметил первый зампредседателя правительства региона Алексей Колодезников в ходе отчета в прямом эфире. Также он подчеркнул, что совместная работа Минфина Республики с Министерством финансов России позволила обеспечить все социальные выплаты. Также огромный пласт работы проведен в сфере жизнеобеспечения. Очень важно, что мы обеспечили жизнедеятельность, потому что ни на один день, несмотря на влияние новой коронавирусной инфекции, у нас работа не останавливалась. Мы смогли подготовиться к зиме, обеспечили завоз, навигацию, достаточно большие объемы были завезены. У нас в республике... Правительство России выделило средства для продажи субсидированных авиабилетов жителям Дальнего Востока. Об этом также в ходе прямого эфира сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев. Он отметил, что обязательным условием для их покупки является регистрация на территории субъекта Дальневосточного федерального округа. Продажи начнутся примерно с середины февраля. Купить билеты можно будет непосредственно в авиакассах. Продажа будет не на всю емкость самолета, да, не на все билеты, а не менее 10%. То есть вот не менее 10% пассажирских кресел емкости самолета должно продаваться по субсидированным тарифам. Между тем, туроператоры сократили долги перед россиянами за туры, отмененные из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила глава Ростуризма Зарина Дагузова. По ее словам, туроператоры смогли сократить долг в 2 раза и снизить его до 16 миллиардов рублей. Дагузова подчеркнула, что достичь таких результатов удалось благодаря мерам государственной поддержки, а именно программе туристического кэшбэка, формированию чартерных программ по России, грантам на туристические проекты и точечным мерам поддержки. Ранее в этот же день Дагузова заявила, что старт новой распродажи туров по России с кэшбэком начнется уже в этом месяце. Препараты по типу интерферон-альфа могут быть использованы при лечении заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. Это следует из новой версии временных методических рекомендаций Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19. Для некоторых препаратов, имеющиеся на сегодня сведения о результатах терапии, не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности, в связи с чем их применение допустимо по решению врачебной комиссии в установленном порядке, в случае, если потенциальная польза для пациента превысит риск их применения, говорится в рекомендациях. При этом отмечается, что результаты клинического исследования по оценке эффективности и безопасности фавипиравира позволяют расширить применение не только в стационаре, но и в амбулаторных условиях. В январе продукты питания заняли первое место по темпам роста цен. По данным Росстата, в январе больше всего это коснулось овощей, то есть помидоры, огурцы и так далее. В Минсельхозе страны заявили, что эта картина характерна для зимы, при этом удалось добиться снижения цен на сахар и подсолнечное масло. С начала года на сладкий песок они снизились на 1,7%, на подсолнечное масло на 1,1%. Также сообщается, что в этом году будут расширены посевные площади под сахарную свеклу. Переработчикам дадут льготы на покупку, а на подсолнечник будет действовать экспортная пошлина в 30%. На куриное яйцо, которое за год подорожало на 18%, Минсельхоз ожидает в этом году умеренной ценовой динамики.
АСН Николаев поздравил с Днем российской науки. Как написал глава Якутии, наука является двигателем прогресса, чутко реагирует и отвечает на изменения в жизни общества. Глобальные изменения климата на планете, распространение коронавирусной инфекции ставят новые вызовы перед учеными и исследователями. Не случайно 2021 год объявлен в Российской Федерации годом науки и технологий. Уверен, что благодаря профессионализму, энтузиазму, накопленному опыту и стремлению к новым познаниям якутские ученые справятся с поставленными задачами, написал глава Якутии. Столицей акции «Тотальный диктант» в 2021 году станет Якутск. Об этом объявили организаторы в Москве после финального конкурсного этапа. За такое почетное право боролись десятки городов. А какую концепцию предложила команда из Якутии, где именно будет организована главная площадка, узнаем у нашего СОБКОРа в Москве Максима Кардозо. Стать столицей тотального диктанта хотели десятки городов. После первых этапов и онлайн-голосования в финал вышли лишь 6 заявок. Якутск обошел Рязань, Ярославль, Салихард, Саранск и Томск. Накал страстей во время объявления победителя стоял нешуточный. Конечно, волновались. Я сама человек, можно сказать, не такой сильно публичный, да, но тоже волновалась. Представляете, там за кулисами что творилось, да, кураторы, тренеры, все очень сильно волновались, и заранее кто-то сразу говорил: Якутск, наверное. И действительно, якутская команда из преподавателей филфака СВФУ не дала шансов соперникам. Главной идеей нашей заявки стала бережная поддержка языкового многообразия. Такая концепция понравилась всем, в том числе и автору текста «Тотального диктанта-2021» писателю Дмитрию Глуховскому, который уже написал произведение на тему наследия и самореализации женщины. Это простая человеческая история, которая происходит практически вне пространства и времени, и поэтому в ней ничего совершенно политического нету. Она такая просто про жизнь и судьбу. Это крутая инициатива, во-первых. Во-вторых, я уже принимал раньше в нее участие, диктуя чужие тексты, в частности, Евгения Водолазкина. Я где-то произносил, будучи, по-моему, в Лондоне на книжной ярмарке. Вот. И поэтому, безусловно, согласился сходу. Тотальный диктант состоится 10 апреля. Планируется, что главной площадкой, на которой будет читать текст сам автор, станет атриум КФЕНа Северо-Восточного федерального университета. Также в культурном центре «Сергеляхские огни» в рамках акции будет показан и короткометражный фильм, снятый по мотивам текста «Тотального диктанта» 2021 года. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва. С сегодняшнего дня маршрутные автобусы номер 15, 25 и 41 будут осуществлять движение по улице Винокурова в Якутске. Это связано с плановыми работами по ремонту газопровода низкого давления на улице Ильминская на участке от Чайковского до Винокурова. Также в связи с ограничением движения по окружному шоссе свой маршрут изменит автобус номер 6. Движение будет осуществляться по улицам Жарницкого, Хатынь-Юрьевское шоссе, Вилюйский тракт, Круговая развязка, Вилюйский тракт, Сергеляхское шоссе и Борисовка-1. Собака, спасенная в минус 54 градуса в Чурапче, выжила и обрела новых хозяев. Напомним, видео с вмерзшим в лед псом и его чудесное спасение облетело в конце января все социальные сети и СМИ. Под зданием местной больницы животное обнаружили жители села, но освободить четвероногого, пришедшим на помощь людям, получилось только с помощью лома. Белях с якутского «Подарок», так назвали спасенного, приютила Александра Седых, работница пищеблока районной больницы. Прежние хозяева так и не нашлись. Похоже, что пес от сильного стресса уже оправился. Благодарно лижет руки своим новым хозяевам и терпеливо переносит болезненные процедуры у ветврачей. Больше всего пострадала передняя лапа. Удивительно, но сильных обморожений собака не получила. Новые хозяева очень надеются, что лапу животному удастся сохранить. Подарок судьбы. И вот мы его каждый день лечим, но пострадал он. Ноги-то пострадали, конечно, но не так уж беда, налечимся. Каждый день ходим к ветеринару, назначение нам дали ветеринары. И вот лечимся, там мажемся, ну, идет на поправку собака. Сейчас пока сказали нам держать его в тепле, поэтому мы его держим в тепле и очень ждем весну. Хорошо кушает. Да, аппетит большой, хороший, очень хорошо кушает. Теперь к новостям спорта. В минувшие выходные прошел открытый чемпионат Якутска по масс-рестлингу. За призовые места боролись 143 атлета в 12 весовых категориях среди мужчин и ветеранов.
Больше всего медалей завоевали масс-рестлеры из Мегино-Кангаласского района. В их копилке 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Не отстали и усть-алданские атлеты, взявшие 2 золота и 4 серебра. В связи с режимом ограничений из-за коронавируса чемпионат прошел без участия зрителей. Прямая трансляция была организована на YouTube-канале Республиканского центра национальных видов спорта «Мадун». А в городе Удачное открыли секцию дзюдо. Ежегодно ее посещают порядка 70 детей. Занятия проходят под руководством тренера высшей категории. Среди воспитанников есть призеры российских и международных турниров. Ирина Балкова встретилась с юными спортсменами. Санкт-Петербург, Новосибирск, Монголия. Скромные, на первый взгляд, плакаты, напоминающие достижения спортсменов, для начинающих стали мотивацией. В семье Артура Тулаева дзюдо стало традиционным видом спорта. Папа сначала занимался, потом брат, а потом я захотел пойти. Тебе нравится? Да. Что нравится? Кувыркаться и делать упражнения. Дзюдо – японское боевое искусство. В переводе с японского языка «дзю» – мягкость, «до» – путь. Мягкий путь. Заниматься этим искусством можно с 6 лет, записавшись в секцию культурно-спортивного комплекса «Алроса». Для занятия этим боевым искусством требуется специальный костюм – дзю-дога. Он похож на кимоно. Состоит из хлопчатой куртки, брюк и пояса. Николай Диденко, тренер высшей категории, воспитал более десятка призеров, среди которых Олег Ишимов, двукратный чемпион Европы. Есть и представительницы прекрасного пола. Уйгулаана хочет стать похожей на старших подруг. Платье меня сюда привез, мне понравилось. Я хочу научиться себя защищать. Возможно, совсем скоро на горизонте Олимпа зажгутся новые звездочки. Им предстоит продолжить плеяду ярких побед дзюдоистов культурно-спортивного комплекса «Алроса». Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Канадский художник рисует геометрические узоры на полях снегоступами. Создатель рисунков, 62-летний мужчина, решил таким способом побороть пандемическую хандру. Пенсионер начал создавать эскизы в прошлом году и в общей сложности нарисовал около 20 работ. Для набросков художник использует специальную программу, и на данный момент самым масштабным его проектом является рисунок диаметром около 400 метров. К этой минуте у меня все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание. Хорошего дня.